Движущая сила Ингушетии – ее молодежь. Перспективная, активная и жизнерадостная. За последние несколько лет ингушские парни и девушки доказали, что могут быть первыми. Грантовый конкурс молодежных проектов Северокавказского федерального округа проводился Федеральным агентством по делам молодежи. По его итогам 16 участников получили в общей сложности 7 миллионов рублей. Один из победителей – Ахмед Салтамаков. Мы сталкиваемся с проблемой отсутствия инфраструктуры для поддержки 3D-технологий в республике. Это затрудняет развитие в области, отнимает у нас таланты и интеллектуальные ресурсы. Наш проект предлагает решение создания материально-технической базы 3D-технологий, обучение местных кадров и сотрудничество с индустрией. На реализацию своей идеи получил поддержку и Накир Зангиев. Его проект направлен на популяризацию ингушского языка. Идея заключается в издании 5000 экземпляров иллюстрированной обучающей книги собственной разработки. Она поможет сохранить и увеличить интерес к этому культурному наследию. И сейчас нужно принимать максимальные меры, чтобы он не утратил свою значимость, потому что язык – это главный показатель народа, без него не будет ничего. Как мне пришла идея? На самом деле, еще задолго до того, как состоялся сам конкурс, это было еще в июле, я совместил свои навыки проектной деятельности с навыками графического дизайна и создал иллюстрированную книгу, которая посвящена как раз-таки изучению ингушского языка. В ней представлены различные разделы, такие названия, как название фруктов, овощей, частей тела, внутренних органов, цветов, цвета, дни недели, месяца, утвержденные уже эмоции. Заявку на участие в конкурсе подавали свыше 80 молодых людей от 14 до 35 лет. Приоритетные направления социальных проектов включали 18 номинаций, создавая возможности, развивая среду, сохраняя природу, будь здоров, вклад в будущее и другие. Максимальная сумма гранта составляла 50 тысяч рублей. Конкурс среди физических лиц проходит в очном формате в каждом субъекте СКФО. Республика Ингушетия выиграла рекордную сумму в этом году. Чуть не дошли до отметки 7 миллионов, чуть-чуть осталось. И каждый второй участвующий в этом конкурсе в этом году выиграл. Это рекорд, наверное, для нашего региона за все эти годы. Такого еще не было. В связи с чем такой результат? Себя хвалить мы не любим, но все-таки, возможно, отчасти это и наша подготовка Министерства по делам молодежной политики и туризма, и желание ребят. В этом году практически все, кто участвовал, они прям стремились выиграть, не просто поучаствовать и получить опыт, а выиграть. Возможно, это сыграло важную роль тоже. Если для одних это не первая защита и не первые проекты, то для Мадины Ахриевой только старт в грантовой проектной деятельности. Помощь, которую они оказали. Мы пересекались, когда еще училась в университете, и я очень долгое время, скажем так, отказывала, потому что такой мандраж был. Сейчас решилась в последний момент, и колоссальная была просто помощь со стороны комитета оказана, чтобы я успела прям в сроки. Все это было решено прям в последний момент, скажем так. Мы успели, подали заявку. Я, если честно, не очень помню, что там было, потому что я так сильно волновалась. У меня был долгий перерыв, скажем так, в выступлениях на сцене. Вот. Но вроде все получилось, получила свой грант. Еще один проект, направленный на популяризацию ингушской культуры, у Тимирхана Нальгиева «Комикон». Он автор и художник национальных комиксов. На данный момент ситуация такая, что современная молодежь очень сильно заинтересована персонажами Запада. И те ценности, которые они преподносят, не совсем меня устраивают, которые они прививают нашей молодежи. Поэтому я решил, почему бы не создать графический роман, где главный герой, он будет запоминающимся, интересным, харизматичным, который руководствуется ездилом. Махмуд Али Калиматов, комментируя подведение итогов конкурса молодежных проектов СКФО, отметил, что наша молодежь отличается творческим потенциалом и социальной активностью, и эти качества нужно поддерживать. Хава Гагиева, Султан Булгучев, Магаз 24.